Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы возобновляем свои лекции. Пусть Аллах откроет нам полезные знания, пусть Аллах даст нам, чтобы эти знания принесли нам пользу как в этом мире, и также, чтобы они свидетельствовали за нас в судный день. Как наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, тому Аллах даст награду, как будто он совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы мы увидели эту награду на наших весах. На последнем уроке мы говорили с вами о суре Фаджр и взяли с вами ее половину, то есть до 14 аята, где говорилось о том, что как Аллах субханаху ва тааля будет наказывать тех, кто опроверг веру в посланников. То есть здесь говорилось и о адитах, да, и о самудянах, и об фараоне. То есть Аллах субханаху ва тааля нам, людям, разумным существам, отправляет знамения, и по Его милости кто-то встает на истинный путь. Аллах кому-то открывает сердце, и за это мы, конечно же, должны благодарить Его, а кому-то наоборот Он закрывает. Почему? Потому что человек рождается верующим. Но в зависимости от его родителей, в зависимости от той среды, где он воспитывается, растет, Аллах ему или открывает, или же закрывает его сердце. Из-за этого, альхамдулиллах, Аллах почтил нас исламом. Альхамдулиллах, мы стали мусульманами, и это самая великая награда, которая может быть на этом свете. Почему? Потому что иман, который у нас есть, вера в Аллаха, да, это тот подарок, который никакими деньгами не купишь и никакой работы не заработаешь. Из-за этого вот этот подарок мы должны ценить, дорожить им и, конечно же, сохранять его. Почему? Потому что если мы не будем достойны этого, Аллах субханаху ва тааля нас может просто заменить. И вот тогда, когда мы познали эту веру и были здесь, и когда человек теряет ее, какое у него будет положение? И может ли быть что-либо хуже этого? Нет. Из-за этого мы должны размышлять, думать над словами Аллаха. Почему? Потому что вот эти слова нам даны для чего? Для назидания, чтобы мы размышляли, вдумывались в эти слова и, конечно же, жили этими словами. Почему? Потому что наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, после каждой утренней молитвы делал дуа. Аллахумма инни ас'алука. О Аллах, я прошу у Тебя ильман нафи'ан, ва ризкан таййибан, ва амалян мутакаббалян. И первое, с чего он начинал, просил что? Полезные знания. А полезные знания никогда бывают полезными. Не просто, когда мы услышали. Нет. Когда мы используем эти знания. Или же мы до кого-то доводим их, объясняем. Или же, когда мы воплощаем эти знания в жизнь. Амаль. И вот этим мы и отличаемся от наших предшественников. Сахабы, таби'ины, они
сделали. А, к сожалению, на сегодняшний день мы больше болтаем. Но мы должны делать. Почему? Потому что в судный день именно за дела мы будем отвечать перед Аллахом. И продолжая эту суру, Аллах Субханаху ва Тааля с 15 по 20 аяты, Он здесь говорит о сущности, о качествах того, кто забыл своего Господа. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ». И что касается человека, когда Аллах испытывает его и почтил, то есть дал ему положение в обществе и дал ему блага, богатство, детей, то тогда этот человек говорит: Господь мой почтил меня. И в следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. И когда же Аллах Субханаху ва Тааля испытывает человека и наоборот, Он его ограничивает, его уделе, или же Он его не дает ему что-то, да, тогда он говорит, то есть этот человек, то, что Господь унизил меня. Но мы должны понять, богатство и бедность, здоровье и болезнь, дети и то, что их нет, положение в обществе, власть, это все Аллах Субханаху ва Тааля нам для чего дал? Конечно же, для испытания. Чтобы проверить нас, как Он в суре Мульк, Табарак, во 2 аяте говорит: «Аллази халакал маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Он тот, который создал смерть и жизнь для чего? Чтобы испытать вас. Кто из вас окажется лучше? У кого из вас будут лучшие дела? И вот эта бедность и богатство, власть, болезнь и здоровье, дети, это Аллах Субханаху ва Тааля нам дал для испытания. Как мы ими будем пользоваться? На что мы будем тратить? И когда человек думает то, что он властен, у него есть богатство, дети, и он думает то, что Аллах меня любит, и в следующей жизни Он также меня одарит. Но почему мы, мусульмане, каждую неделю в пятницу, как нас призывал наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, читаем суру Кахф? Для чего? Потому что вот в этой суре есть несколько испытаний. Пусть это испытание знаний, да, или испытание имущества, испытание власти, да, и в одном из них идет испытание имуществом, когда двое мужчин разговаривают между собой. И у одного есть что? Сад. И он не ценит этого. И он думает, то, что вот это будет вечно, но нет. Эта жизнь, эта дунья, она приходящая и уходящая. Богатство приходит и уходит. Здоровье приходит и уходит. Молодость тоже приходит и уходит. Из-за этого за каждую вещь мы будем отвечать. И если посмотреть на историю, Аллах Субханаху ва Тааля давал богатство, давал власть. Кому? Фараону.
И среди жителей Мекки, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей, он тоже дал богатство, власть Абу Лахабу, Абу Джахлю. Но неужели он этим почтил их? Конечно же нет. И также в следующем аяте некоторые думают, Аллах, дав ему бедность или же болезнь, то он думает то, что он его унизил. Нет. Аллах субханаху ва тааля нас проверяет, как ты будешь использовать это, как ты будешь проявлять терпение. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля, Он знает нас лучше, чем мы. И если кто-то желает богатства, а Аллах ему этого не дает, значит это благо для него. И также дети, также здоровье и все остальное. Почему? Потому что все предначертано. Аллах субханаху ва тааля аль-алим, Он знающий. И мусульманин, он всегда должен восхвалять Аллаха, благодарить Его и, конечно же, проявлять терпение и просить Его. И когда мы что-то хотим купить или когда у нас стоит какой-либо выбор, мы что делаем? Конечно же, мы обращаемся к Аллаху, читаем истихара и просим, что если мне в этой вещи благо, то открой мне путь. А если же для меня нету пользы, или это для меня зло, то мы что говорим? Отдали меня от этого. А некоторые стремятся, просят, и потом говорят то, что Аллах мне не дает. Альхамдулилля, что не дает. Сколько примеров, когда человек разбогател и оставил религию. Забыл все. Почему? Потому что для него важным оказалось это дунья. Но у Аллаха это дунья не стоит даже крылышки комара. Не это наша цель, не в этом мы нуждаемся, не к этому мы стремимся, а к чему же? К чему? Конечно же, к довольству Аллаха. И Аллах субханаху ва тааля в следующем аяте говорит: «Калля». Но нет, Аллах не унизил тебя. «Баль ла тукримуна аль-ятим, ва ла тахаддуна аля та'амил мискин, ва та'кулуна ат-турата аклян ламма, ва тухиббуна аль-маля хуббан джамма». Аллах субханаху ва тааля что говорит? Но нет, наоборот, не почитает он человек сироту, также и не побуждает друг друга кормить бедняков, и также и пожирает наследство, то есть законно или же незаконно, и любит богатство любовью огромной. Вот в этих 4 аятах Аллах субханаху ва тааля показывает сущность человека. То, что человек забывает о других. Только я, только моя душа. И когда Аллах субханаху ва тааля дает тебе богатство, власть и имущество, для чего? Чтобы ты помог другим. И если ты проявишь эти качества, будешь помогать, тратить на пути Аллаха, кормить бедняков, помогать бедным, сироте, не будешь забывать о других,
вот тогда Аллах Субханаху ва Тааля возвысит тебя, даст тебе положение. Но если же ты, имея эти блага, наоборот, все копишь и копишь, ради чего? К чему ты стремишься? Накопил ты средства, купил ты машину, и этой машины больше ни у кого нет. И что? Чего ты добился? Не в этом суть, не в этом счастье. Почему? Потому что люди, имея эти имущества, они наоборот думают, как же сохранить. Где счастье-то? Неужели в этих деньгах? Человек всю жизнь строит карьеру, стремится. А когда он уже состарился, рядом-то никого нет. Когда у тебя была власть, деньги, да, ты был нужен кому-то. А сейчас у тебя нет ни семьи, ни детей, никому ты не нужен. Посмотрите, спортсмены. То же самое. То есть, когда он сильный, когда он приносит пользу, когда он на вершине славы, да, его почитают. Но потом, когда все, карьера закончена, что? Где они? Кто про них вспомнит? Никто. Никто. Почему? А потому что человек стремился к чему? К довольству людей. А мы не к этому должны стремиться. Мы должны стремиться к довольству нашего Господа. Почему? Потому что если мы будем стремиться к довольству Аллаха Субханаху ва Тааля, тогда да, Аллах нам даст и эту дунью, и в ахирате мы будем вечно наслаждаться. Но если же человек будет стремиться только к этим благам, к довольству этого мира, он потеряет все. В итоге он не найдет и в этом мире благ, счастья, и в ахирате его что ждет? Какая обитель, какой дом, какие друзья, что он будет одевать, что он будет пить и кушать. Вот над этим мы, конечно же, должны задуматься. К этому мы должны готовиться. И когда, как Аллах Субханаху ва Тааля нас описал, то, что люди любят богатство и стремятся к этому, чуть-чуть приземлись. Посмотри, кто ниже тебя. В каком они положении. У тебя есть дом, у тебя есть квартира, а у кого-то нету. У тебя есть машина. Пусть она не новая, не последней модели, но она у тебя есть. И ты проси, чтобы Аллах дал тебе баракат вот в этой машине. И ты мог ездить без аварий, без проблем. У тебя есть семья. Может быть, у тебя 1 или 2 ребенка. А у кого-то вообще их нет. Из-за этого мы всегда, сравнивая вот в этом мире, должны смотреть, кто ниже нас. А, к сожалению, на сегодняшний день люди смотрят Инстаграм и начинают. Вот же, кто-то куда-то слетал, съездил, отдохнул. Они себе могут это позволить, а кто-то не может. Да, как Аллах Субханаху Тааля что сказал? «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Не должен человек обременять себя тем, что он не может сделать. Аллах ему так дал. Да, есть люди, которые не делают причин. Сидит он дома, ждет.
Нет, это неправильно. Мы должны делать причину и потом полагаться на Аллаха. Но когда человек, он делает причину, старается, но Аллах ему не дает, благодари за то, что есть. И когда мы стремимся к довольству Аллаха, Аллах даст. Будет у тебя возможность насладиться. Но не забывай Аллаха. Не забывай Его благодарить. Почему? Потому что в один момент тем, кем ты восхищался, желал быть на Его месте, в один момент слышишь, он все потерял. И вот тогда человек говорит: альхамдулилля, то, что я не такой. Почему? Потому что неверные захотят в судный день превратиться во что? В тураб. Даже не в животных, а в землю. Чтобы потом просто испариться, и все. Чтобы не отвечать за эти проступки. Из-за этого мы всегда должны, когда стремимся вот в этих мирских благах, смотреть, кто ниже нас. А вот когда мы стремимся к ахирату, вот тогда да. Мы не должны смотреть то, что я вот намаз читаю, а есть люди, которые не читают. Я же пощусь месяц Рамадан, а кто-то не постится. Я Коран умею читать, а кто-то не умеет. Мы не на них должны равняться, а тот, кто выше нас. Почему? Потому что, возвращаясь к сахабам и табиинам, они в чем соревновались? В каких делах? Да, не в мирских, а в делах ахирата. Если вспомнить Абу Бакра, однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: кто сегодня дал садака? Абу Бакр сказал: я. Кто сегодня посетил больного? Он сказал: я. Кто сегодня проводил последний путь? Он сказал: я. Кто сегодня постится? Опять он сказал: я. Вот в чем мы должны соревноваться. Но, конечно же, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: перед судным днем босоногие пастухи будут соревноваться в постройках домов. Да, может быть, человек живет в двухэтажном или в трехэтажном доме, но если посмотреть на них, они выше первого этажа и не поднимаются. Почему? А что там делать на втором, на третьем этаже? Там никого нету. Из-за этого мы должны стремиться, соревноваться, поддерживать друг друга в делах ахирата. И после нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, первым человеком стал кто? Первым халифом. Абу Бакр. Да, с ним все понятно. Он первый мужчина, который принял ислам. Во всех делах поддерживал нашего любимого пророка. Он единственный, кто поверил в него. Он тот, кто переселился с ним. С ним все понятно. А вторым кто был? Умар ибн Хаттаб, который принял ислам только в 6 году от пророчества. Когда еще он не был мусульманином, сколько он мусульман унижал, сколько он хотел уничтожить ислам, даже хотел убить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но почему же он заслужил 2 место? Да,
Потому что он соревновался с лучшим. То есть с кем? С Абу Бакром. Да, он его не смог опередить, потому что Абу Бакр был недосягаем. Но зато он опередил остальных. И вот давайте подумаем. Есть ли у меня такой товарищ, друг, с кем я соревнуюсь? Какое положение я занял у Аллаха? В какой степени я буду в раю? Вот что нас должно волновать. И если мы будем думать об этом, стремиться к этому, то Аллах, конечно же, воздаст. Почему? Потому что Он справедливый и дает только то, что мы заслужили. И если мы заслужим рай, и как наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал, к чему стремиться? К какому раю? Фирдаус, к самому наивысшему. Иншаллах, мы заслужим это. Но если же мы будем стремиться к этим мирским, да, Аллах даст. Взамен на что? Это уже пусть каждый из нас сам судит и решает. Но дай Аллах, чтобы мы собрались так же в садах Фирдаус, как Аллах собрал нас в этом доме. Дай Аллах, чтобы Он принял наше поклонение, простил нам наши грехи и умертвил, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». جزاكم الله خير سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله